сейчас племянники живут здесь. Племянники. У Олега. Ничего. Мы находимся возле дома, который построил сам Олег Прокопьев, начиная с 5 по 8 класса. И он сам бегал с другом Павликом, они ходили, песок собирали, на машине, на тракторах возили сюда. Вот, и кирпичи они сами привозили и так далее. И ему помогал, конечно, брат от мамы, дядя Илья, получается. Он ему наставлял все время, и благодаря ему он в течение, вот они 3 лет построили вот такой вот дом. И вот этот карниз, который мы видим сейчас, мне кажется, узоры вот эти нарисованы именно им даже. Вот то, что там внутри и так далее. Он, кроме еще, когда учился в Ибрессе в Досафе, насколько я знаю, посещал там художественную школу. И он был умелец вот в этом направлении. Кроме этого, вот ребята рассказывают, старший брат Володя рассказал мне в данном случае, что в 9-10 классе где-то они в деревне, глуши, где ничего нету, у нас абсолютно, собрали катушечный магнитофон. Значит, не глушь. Откуда они все это материал нашли? Наверняка, раньше же журнал это физики было, там изучение схемы вот эти. И самое главное, они... Юный вот техник. Да, юный техник. Корпус сделали из обычных досок, и все туда вместили, и самое главное, этот магнитофон работал. Но также Олег, хочу сказать, он и хороший умелец, гармонист был, вот сегодня только вот односельчане рассказывали, приезжал на 9 мая на Майопах, он играл, и когда приехал в отпуск в деревню, и они поехали в лес отдыхать, и он радовал своей игрой. Он очень умелым гармонистом был. И вот сегодня мы этот гармонь, я надеюсь, увидим. Я специально хочу лично потрогать этот гармонь, немножко поиграть, но хотя я уже не умею играть на гармошке, уже не так уже, мотив какой-нибудь сделаем. Для меня это очень важно сегодня. Также в доме должен храниться у нас еще и здесь альбом. Перед тем, как уехать в Афганистан, из Кушки они отправили это почтой. Альбом. Фотоальбом должен сохраниться здесь. Также я знаю, что когда приехал он в отпуск, он привез с собой около 3-4 кассет пленок из Кушки Термес переформирования. Где-то в числах середине марта у них состоялся прощание с флагом батальона дивизии, там возле дивизии было, по фотографии я потом узнал. И где-то там они, около 11 человек, что ли, попали. 11 человек батальон был, да. Где-то было, ага. Имена многих я восстановил, часть еще надо будет восстанавливать полностью. И вот эти пленки, которые он привез с собой, он был хорошим фотографом. И эти фотографии он печатал здесь потом. И часть, конечно, привез ребятам туда, в Кушку тогда. И еще один интересный момент, когда был он в отпуске, приехал в отпуск и старший брат Володя Прокопьев, и они встретились в Аликово. И когда они вдвоем шли по улице Аликова, вот Володя рассказывает, через Владивосток пришел, говорит, прилетел я отсюда, ни одного патруля не видел. Я сюда прихожу, останавливается машина патруля, и к ним бежит офицер какой-то, старший лейтенант. И я, говорит, уже мы в стойке смирно, вместо того, чтобы какие-то там требования военных билетов, он подходит к Олегу и начинает обнимать его. И я, говорит, в шоке стою, ничего не понимаю. А что случилось? Оказывается, этот старший лейтенант был, они вместе участвовали в дивизионных многоборьях. И поэтому они друг друга хорошо знали. Оказывается, они приехали сюда, в Аликово, военный секрет, я думаю, не раскрою сегодня, в Аликово находился база Туркво, овощная база. И они приехали загружать картошку там и так далее, для Кушки. Подкармливали? Да, подкармливали. Туркестанский военный округ. Поэтому и они познакомились, и они вот приехали в этот дом, здесь они устроили шашлыки, а здесь вот остановились, несколько машин приехали, народ был удивлен, что Олег приехал со всеми своим батальоном, получается. Вот они праздновали здесь вот отпуск.
получается. Ясно. Заходить можно сарай с другой стороны. Чуть-чуть я отошел. Я Шарипов Нурсултан из Узбекистана, из города Нукуса. Ну, пришлось нам с ребятами там повоевать чуть-чуть. Вот Олега Прокофьева, Гаврилова. Помню, как Михайлов Володя сам себя подорвал. Вот тогда был страшный бой, действительно. Да, душманы вообще издевались над нами. Мы как в котле, в этой Там мышеловке, да, они стреляют. И автомат мой заклинило. Там после 6-го или 7-го магазина уже. И вот сюда стреляют, но ногу чуть-чуть отодвинул. И это, да. да, третья пуля уже в ногу вот, между ног. Уже пристрелились. А потом я рядом лежал, этот парень из Узбекистана тоже. Юсупов Максуд, да. Я говорю, моя очередь пришла. Все, прощай, брат. А Юсупов выжил, он, да? Да. Дай Бог, тогда ему здоровья. Ну, ночью вот мы из Смоленской области, Конюх Валерий. Уже стемнело, мы лежим, кто-то ползет и ребята. Я говорю, кто это? Сержант Конюхов. Я говорю, сержант Шарипов. И обнялись, поплакали. Он мне рот затыкает, я ему рот. Это вы не слышали душмана? Да. Они там наверху костер развели. От зарева к облакам. Видно, что там празднуют. Тот день они победили же. Нет, они не победили, у них тоже жертв очень много было. Да, они сами жертвы признали, были, но где-то около 28, около 30 человек погибших были среди душманов, как они сами говорят. И один командир погиб у них Да, там, да, в да. этом бою. Но вы уже прощали жизнь, да? да. И что подумали? Ну, уже думали, что умру уже. Вот Да. смерть пришла. Да, смерть пришла. А о чем подумали? В этот вообще? момент самолет пролетал высоко, такой белый самолет, ну думаю, хоть мои, Видится. да, там, если бы родители или вот моя жена пролетала бы, увидела бы. Да, кстати, Нурсултан тогда был женат уже. Да. И Дочка была. дочка была уже. И А вот про Володю. Вот как тут, что можешь сказать, Михаил? Володя, Там вот этот все рассказки поет Чужельцов, что они легитимны. Вот в интернете посмотришь, я зам еще председатель боевого братства Калужской области. Ага, хорошо. Олежка, Ага, это спасибо. вам. Спасибо. Да, так что по Калужской области какие-то вопросы, звоните. И победите мой телефончик, скиньте мне сейчас фотографии. Да. Ага, делай что. Сейчас. Ага, Сейчас я. пожалуйста, ага, Нурсултан. Сейчас расскажет сейчас. Ага, Нет. про Ага, пожалуйста. Володю Михайлова. Володя Михайлов с нашей стороны лежал, третья рота у него была, сам взвод, боевой был парень. Уже когда начало темнеть, душманы уже начали спускаться вниз, добивать. Там хорошие пулеметы хотели забрать, ну, видно было по их действиям. А третья рота у нас замыкала. Помню, они добили двоих пацанов, которые стонали еще. Раненый был. Раненые, да, тяжело очень раненые. В лоб по выстрелу. И подошли к Володе, а Володя подорвал себя и забрал с собой троих. Там четверо были. Четверо, да. Были, один уполз. Он уже в том времени тоже раненый был, Да. уже, так ведь? Троих, трое насмерть упали. В том числе главарь их банды. Ага. А, вот там и погиб, наверное, главарь Да. банды. Да, он погиб. Да, один главарь банды погиб у Их них. погибло 26 человек. А, да, 26 человек там. И в основном. Ага, пожалуйста. Вы тоже тогда там были? Нет, я был ранен накануне. На коне, да. Это меня, честно говоря, спасло, что в том Кратко плане... мне тоже расскажите. Да. Про свое ранение расскажите, пожалуйста. Кратко. Это был кишлак ноудек, реализация разведданных. Вот. И комбат приказал вторую роту с левой стороны мы входили кишлак, а первая рота справа. Третья рота была в замыкании за штабом.
И как раз в первой роте окружили взвод в доме. Вот. И командира взвода попросили обозначить себя, чтобы вызвать огонь артиллерии. Ну, тогда была артиллерия с нами, вот, минометчиков накрыть. Вот. Рома Лябин, парень такой был активный, тоже суворовец, вот, кадет. И он выскочил на крышу и дал сигнал ракетой, что вот мы здесь. Но снайпер его заметил и снял его. Погиб Рома Лябин, и тогда приказал комбат закрыть кольцо и душманов окружить. Вот. Но они ушли по киризам. Комбат Королев. Так Да, Королев, комбат Королев был, да. Вот. Моя группа, я был на БМП, я сел сверху БМП. Как-то мы еще не думали, что вот так прям вот, ну, немножко где-то было мальчишество. Я и Лаберганов, наводчик-оператор, были на БМП. Мирсаидов, сержант механик, я ему подсказывал, там были такие киризы тяжелые. Я ему просто сверху подсказывал, как где ехать, проехать к местности необходимой. Вот. И по нам душманы открыли огонь. Меня ранили в грудь, но удар получился в... пуля вошла между ребер, а попала в 4-е ребро сзади. И такой удар, что сзади. Я еще так обернулся, думаю, кто-то меня ударил там. Повернулся и начал уходить сознание. Вот. Я помню, нырнул в люк, по рации вышел на комбата, говорю, прошу извинить, я ранен. Вот. И все, и так что-то поплыло. И потом только помню, что дышал, были хлюпанье крови, большая потеря крови. Потом ребята меня эвакуировали, вот, вытащили, и комбат, помню, подошел ко мне, говорит, ну все, Саша, для тебя война закончилась, больше сюда не возвращайся в Афган. Но когда я в госпитале узнал, что батальон попал в засаду и погиб, комбат, ротный, вот, то я дал слово себе вернуться в Афган. И даже после тяжелого ранения, хоть меня генерал уговаривал, мы тебя не пустим, я все-таки вернулся назад в Афганистан. Но закончил в Кандагаре. Служу, почему? Потому что уже на месте моем служил другой офицер. Не думали, что я вернусь. Вот, поэтому... Ну, приезжал к нам в Рухово. Да, я забыл. Вы расскажите, пожалуйста, фамилии, имя, отчество и откуда? Ружин Александр Вячеславович. Был замполит 2-й мотострелковой роты. Это для монтажера, чтобы Я это... понял, да. Да. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, мамалям. Павлик. Так точно. Анатолий. Это, дайте представлюсь. Старшина запаса Викторов Павел Васильевич, друг Олега. Друг Олега, вместе же росли, выросли. Это дом вы растили вместе, да? Да, Вместе, вместе дом работали. строили. Да, вместе. И это самый кассетник делали вместе, да? Танцевали вместе, как кассеты. все, вместе. Александр Ружин. Замполит роты. Ирина Второй. Геннадьевна. Где был? Салам Булдарин. Олег. Это вот Мечтал. Я двое Сколько лет медсестра. мечтал попасть? Старшая. Олега, А старшая. это друг у нас великий. Здравствуйте. Хорошо. Кундай Олег Прокопьев, аккурат бір, сержант в звании бе. Кушкара служит на дюхне, вал ашкабатра врения аджазен день, тип ремеш асло сержант звании лет. Межин делесен, кушка тике херинтелдарнаран, Афганистандаран, визи душман кажася, чал душман сене тытма, дивизии тревога тухсагаясызем, Андрей, Козеройдап, Саша Табакарь, Юра Губин, тогда Олег Прокопьев, зем Тюгунчул Чумибе юрист Шираза. Сюрзер Сидеспе, Тюгунчул Херлинде, вагондра, Шаргамбраге Тулдарна вагондра, Сасильде Сёзем. Чамна зем Пырза, Хулень, Майбень, уща ярасиде, я визи душмана канайлеса. Шаунжун вал отпуска гилет, и тогда меня приемешь, как весь солдага, асло сержант, звание барза, савандара сязни. Кундада видейлемле, интернет ражиран фотографии зеня пахсасын, онда Соня Земзюк, таксым, видно я пахулца, кунда паян ценахта пахсачи он заванать, куча ментесили горна сюда хомаркос. Вот кунда сиру не пахат пребер, Сирым дети вошла сирна, сявандах выросла сова ергезем дебур. И вот Павлик кунда пиренбур, Павлик аланче, взем сова земте стала марбулдарна. Салдагая зумен, взем твады ерге сова пиделах сирна зембек зембур. Когда выросла сирна собине калаймас, начиная взек мана. Перзвый мазар, сирадап, санзар пусне, ман падат перхерде, сиру сирман.
Хербатне зерна. Хербатне зерна. Хербатне зерна. Вон перхерде сирман, сана уншан пиде пызык, спасибо. Катя, Анселень, эбе тоже кусирова, фото ерда параймас, тут нужен дезень. Ödem iyice foto atölye kana. Bizim de işlemeşe kuşkara. Payanda kirze tukram. Yadarlaza foto şabınma dize увольнение кайрам. Тебер эрнинде kana işleze tupuşlazan. Puşlanat перевод. Тебер эрне кетме сугат. Man келгере качамар дебна. Викка дерем. Ол качагай махал киражаку. Сиреммеш ноябрь сирем берме. Ноябрь сирем берме, загорну ищем все. Вот тебер и пишу и храм дезем. Афганистана гайся. Я приезжаю. Как алдым дыбысы? Его фантазия. Володя Михайлов, канал вот ПФМ обычно распилен, а я тоже ПФМ где-то помочь? Плечо, ты меня не выдержишь, я стой. Нет, давай, выдержи, не волнуйся. Не бойся, выдержи. Да, давай, я говорю, выдержу. Олег, куда где приехал? Давай, пошли. Сейчас. Нурик. Сейчас. Давай. Давай. Я не видела их третьего. Памятники Гури Маришузан. 9 мая только будет. Запись Ты должны смотреть. Нет, просто вот Ну, у нас не крещеных Сериална куда цикла забор. Видим, Аллаха. 9 мая сказали. Циклана куда цикла заборын. Айда торбулуштар. Айда чего бог таврна торбулуштар. Айда перед цикла заборын. Ага, вот такая история есть. В конце боя на правом фланге, куда Олег Прокопьев и своим другом пошли на помощь, вдвоем они пошли, да, ведь? Да. И уже где-то в районе 3-4 часов, понимая, что они не выживут, человек 7-8 пристал и припевая песню Аллы Пугачева «Миллионы, миллионы алых роз», они вели последний бой. Да. Из Узбекистана парень, который рассказывает о том, что Договаривались тогда, что кто первый женится, кумовьями станем. Все старались с ним вместе пройтись по деревне, потому что это же престижно было, такой парень, гармонист. А у нас еще он журналист ведь был, да. Юный журналист, он в районную газету писал статьи. Журналист, гармонист, На эти деньги спортсмен, гармошку купил. радиотелемеханик, строитель. Да. Короче, Олег Прокопьев, да? Комсомолец. Комсомольский красавец. А вот что обозначает полотенце, я вам... Дорога у нас чувашского народа такой длинная, чтобы он... А раньше служили не 2 года, не 3 года, 25 лет ходили служить. И вот это полотенце обозначало длинную дорогу солдат. И конец этого полотенца завязывали специально, чтобы дорога привела обратно к той точке, откуда он вышел. Поэтому это символ, как бы вам сказать, разлуки и встречи. И поэтому вешали. Самые близкие люди обычно вешали полотенце. Родственники. И самое последнее полотенце вешала мама.
перед тем, как отправлять. Чувашский народ. Лучше солнце Вот горит. Калибрат. Не волнуйся, всё нормально вот это. Спи спокойно. А, кстати, когда я приживался на армии, Саша, куда пошел? Вышел, что ли? А, там. Ага, действительно, да. Она помада. Не давай, не давай. Я так. Чуть-чуть. Вот так. Можно, да? Можно сказать. Олег, здравствуй. Это я твой замполит роты. Мы каждый год, 30 апреля, собираемся на могиле нашего комбата. Вспоминаем всех погибших, в том числе и тебя. Ты гордость нашей роты, нашего батальона, нашего полка. Прошу извинить. Олег, мы тебя будем помнить. Все, что... Да, что сейчас прошу извинить. Таня, я занят. Алло. Все нормально, Лапуля. Переживает. Жена. Медсестра Кандагарского госпиталя, между прочим. Переживает. Там зацепила меня. Ну, русская женщина, Да, брянская хватка, о чем вы говорите? А все трое детей одесситы. Говорят, нет, мы одесситы. Хотя отец белорус. А сейчас, когда вот произошла эта вся заваруха на Украине, они говорят, мы белорусы. О. Родство чтить надо. Олег был один из лучших сержантов в роте. Мы его звали Прокопыч. Прокопыч. Вот до сих пор помню. Сильный, волевой такой, крепкий. С ним не стыдно было бойцам, они держались за него. Вот. И он действительно был по праву примером. Чуваш никто его не называл. Называли Прокопыч. Вот. И героически погиб он. Героически погиб. Не боялся. Побежал к тем, кто попали под обстрел. И принял героическую смерть. Ты легенда, Олег. Чувашии, России, всего Советского Союза. Спи спокойно. Насчет Чуваша я тебе пару слов скажу сейчас тоже. Дело в том, сейчас я искал материал. Ага. Да, искал материал и все нормально. Ага. Искал материал и знаете, вот из Узбекистана, из Украины ребята, говорят, сержанты чуваши. Они такие были сержанты, что вот как вы правильно сказали, они были натуральными сержантами и бой вели ребят так, что и пытались организовать. Почему говорю пытались? В том бою, где они погибли, организовать бой невозможно было. Потому что шквальный огонь с 3 точек, я сейчас исследую этот материал. Это получается с правой стороны, когда мы к перевалу идем, с правой стороны точка стояла ДШК, это бьет около 3 километров. Сверху с правой, левой стороны стоял ДШК, бьет опять. И сзади. Они попали в котел. И в этом котле управлять боем очень тяжело было. Даже замполит батальона говорит, что я пытался управлять боем, потому что шквальный огонь, там около 100 душманов, и все они из автоматических оружий. Вот сегодня уже Нурсултан рассказал, что целились сначала в ногу. Они не хотели сразу добить их, а просто хотели издеваться. И в этом бою пытаться и помочь сделать что-то, то, что невозможно сделать. И самое главное, вот это я уже рассказывал, последние минуты
И вот как они приняли бой стоя, спев песню Аллы Пугачева, и бой прекратился. Душманы ушли, тишина, не ушли они, а просто перестали петь. Ну, они подумали, может быть, а там живых вот осталось вот на 3-е сутки, 1 числа, 2 числа вывозили последние ребят вот раненых. Вот как раз вот это рассказывают, как они стояли и пели, и стреляли, каждый что где шевелится, откуда идет огонь, и падали сами. Это парня нашли где-то на 3 число. Я сейчас имени... Лобанов. Нет, это из Узбекистана. Парень из Узбекистана, он узбек. Якуб. Это он, да? Вот из Узбекистана парень, я помню, я искал его, в интернете не нашел. Если, да, именно, знаешь, вот именно он пишет, рассказывает это. И это подтвердил сегодня, вот на прошлой неделе Володя я разговаривал, и Володя Прокопьевич тоже подтвердил, да, эта информация есть. И поэтому, дай Бог, не дай Бог, а дай Бог нам здоровья, и пусть земля будет вам пухом, ребята. И мы будем помнить, я хочу, чтобы ваши имена остались навсегда. Вы сходите, да. Я потихонечку, да. Ладно. Вы же извините. В Россию уехали.